Рафаэль, Да. Когда я готовлюсь к интервью, одна из самых важных сложностей, которые у меня есть, это договариваться с гостями. В твоем случае как это происходит? Я, например, пишу, потом звоню. А вот мы, когда договорились только по смс-ке, да, я такой думаю, блин, как так мы по смс-ке договориться об интервью? Я, например, сначала пишу где-то, либо вижусь, например, и потом звоню там, и потом уже переписываемся. Все сразу соглашаются? Ну, когда я начинал, никто не соглашался, только когда начинал. Никто не согласился, я многим писал. Но потом, когда уже более-менее там узнавали, знали, как бы потом соглашались, да, вроде. После какого ролика? Ну, это было после третьего ролика. Который был в Дубае, да? Не, это второй, получается, потом после который загадка. با من یک چیستانی بسیار هم مشکل پیشنهاد کرد دولینگا برداشتیم تلا کردیم Stone, если ты помнишь, везде разлетелся вот этот. За который тебя закидали Да. хейтери, да? Да. Окей. А как в общем ты готовишься к интервью? Я тоже слежу, смотрю, захожу, смотрю, там и там в поисковике что-нибудь там вбиваю, нахожу, и все. И потом спрашиваю какие-то темы, которые они сами бы гости хотели поговорить об этом. Тоже спрашиваю и задаю вопросы. Заранее с ними вопросы согласовываешь? Когда как. Иногда бывает, что нет. Ну, в основном нет. То есть сразу. Как. Они тоже нет, да? Не запрашивают, не беспокоятся? Круто. А есть какие-то твои неофициальные там источники, которые тебя снабжают информацией? Или коллеги, партнеры, которые помогают? Коллеги не особо помогают, но есть люди, у которых я спрашиваю. Например, у друзей этого человека, у кого я хочу брать интервью, я много чего спрашиваю, там узнаю. И вот последнее интервью, которое было, я долго готовился к этому, я спрашивал многих друзей. Как долго? Где-то месяца-два, наверное. Ну, по работе там виделись кого-то, знаю, что они дружили, там спрашивал что-нибудь, какие-то информации себе записывал. Твои гости, они лично тебе интересны или ты смотришь какую-то статистику? Ну, думаю, все так делают. Мы сначала смотрим, насколько они... Ну, у меня, так как я говорю, что у меня мотивационно-развлекательный, получается, мотивационное интервью, который... Я смотрю, чего эти люди добились в жизни и как они могут... То есть, насколько они могут быть полезны зрителю, как гость. У тебя, получается, направление, это как бы бизнес или шоу-бизнес, Шоу-бизнес, да. Как ты, одним словом, охарактеризовал своих гостей? Одним словом? Ну, интересный. Тебе не кажется, что они все говорят одно и то же? Или это мне так показалось? Ну, возможно, кому как. Просто такое направление, что надо какую-то полезную информацию они выдавали. То есть, либо из своей жизни, либо по работе, либо просто по фану что-нибудь интересное, которое есть. А как ты думаешь, насколько они искренние с тобой бывают? Ну, думаю, что так или иначе мы все врем, конечно, так что без этого никак. Но все равно искренность чувствуется, но самым искренним гостем я могу кого там сказать. Нет, в принципе, не знаю, нет. Ну, то есть, были местами, что вот прям чувствуешь, что человек говорит, да, правду. Но бывали местами, что думаешь, что чуть-чуть там подыгрывает или не договаривает, либо. К твоему каналу мы чуть-чуть попозже еще вернемся. Давай немножко вернемся в прошлое и постараемся вспомнить, например, как ты работал официантом. Это когда было? Я где-то почти 5 лет работал официантом. Когда пришел, то есть переехал уже в Душанбе, стал студентом, уже через месяца 2, однокурсник мой, он сказал, что он работает в Душанбе Плаза, где есть 12 этаж, там ресторан был.
Вот он сказал, что он там работает, и он мог бы меня там устроить. И он сказал, что он соврет, что типа у тебя есть опыт работы, все вот это. Потом мы вместе с ним сходили, они меня спрашивали, что-то, где ты работаешь. Я сказал, да, мы в таких-то заведениях, я там работал, опыт есть. А на самом деле нифига ничего не знал об этом, не разбирался вообще никак. Потом, это было октябрь 2013 года. И я до сентября 2017 года параллельно как работал на ТВ, и по вечерам, получается, работал официантом тоже. Ну, это была какая-то нужда, насколько я понял. Да, Студент, конечно. Деньги нужны. Да. Надо платить за квартиру, ну, не за учебу, так как я учился на Бюджетной основе. Да, на бюджетной основе, да. И за расходы там, квартира, все вот это. Эти сложные моменты, да, которые, допустим, идти на работу, они тебе что-то дали? Конечно, очень многое давали. Они стимул для того, чтобы развиваться. Я знал, что я делаю, куда иду, для чего это все. И знал, что это все закончится, если я дальше буду усердно работать. То есть делать то, что мне нравится, и параллельно так зарабатывать на жизнь. Как бы. Вот ты говорил, что я ничего из этой сферы не знал. Сколько тебе понадобилось времени, чтобы ты влился в эту колею? Я сейчас вспоминаю, у меня мурашки. Где-то за неделю, по-моему, я научился. Такие моменты были, когда то есть мне давали чаевые, а я не знал, что это такое. То есть можно человеку оставлять чаевые, да? И я сдачу приношу, он мне говорит, оставьте себе. Я такой думаю, а зачем? Почему так, типа? Потом забирал. И потом момент был, когда я не знал, что такое кальян. Про кальян вообще не знал. И у меня спросили, а у вас есть кальян? То есть гости пришли, я к ним подхожу, меню приношу, так они спрашивают, а у вас есть кальян? Я думаю, кальян? А что это такое? А сейчас я уточню такой, прихожу на кухню, говорю, у нас есть кальян? И они такие, да, вон там, иди кальянчика позови. А чаевые много оставляли? Да, нормально я зарабатывал. Просто я уже понял тактику работы, как надо работать. Смотрел, следил за другими, за старшим официантом, например, за теми, которые хорошо работали. И таким образом уже быстро научился и дальше уже нормально зарабатывал. А конфликты были с клиентами? Конечно, без этого никак. Но я вообще не конфликтный человек. Я старался всегда идти на какой-то компромисс. Ну, так как клиент прав, мы все это знаем, придется так или иначе идти на компромисс. Но особо таких конфликтов не было. Но бывали, как человек пьяный может там заорать или позвать, иди сюда, что-то такое. И тебе это не понравилось? Ну, не то чтобы не понравилось, ты просто принимаешь это так, как есть, и это твоя работа, ты знаешь, что ты должен делать свои обязанности. Хорошо, чтобы человеку угодить, то есть гостю угодить, чтобы он так не вел себя. А есть какой-нибудь конфликтный момент, который тебе запомнился на всю жизнь? Сейчас надо вспомнить. Если честно, нету, но есть другой момент, который мне запомнился. Это было 2014 год. Я уже тогда работал в спортбаре «Стеклол», если помнишь, где 8 марта. Где этот Тим супермаркет. Да, 8-я школа, да. Диор там, да, третий Dior, этаж. третий этаж. Помню. Вот я там работал. Тогда директором был Дильшот Джураев. Знаете, да? 55? Да, конечно. Вот, Дильшот Джураев. И моя смена, получается, была утром. Я пришел в 11 часов утра и там убирался уже, там все, что надо было делать. И вдруг там кнопки были. Его кнопка 21 кнопка 21. была. Да, 21 кнопка была. Он нажал, вдруг такой, я подошел. Его кабинет был напротив спортбара. Потом зашел, кто-то к нему зашел, ему какие-то деньги принес. И он заказал мне, я прям четко все помню, он сказал, принеси, Рафаэль, пожалуйста, попроси, чтобы мне сделали помидоры с сыром. Он это любил очень, по-моему. Потом я хорошо сказал, пришел на кухню, там Апа Альфия была, повар тоже такая женщина, всегда кричала, орала, если не по меню заказываешь что-то. Потом я сказал, так, иди Дильшоду, типа, сделайте, пожалуйста. Она сделала, потом я отнес, он покушал, этот друг, тот, который был, ушел, я все убрал, и убирался там, и он такой открыл шкафчик такой, и оттуда достал где-то 600 самон было, по-моему, 3 по 200 самоновые купюры. Он такой отдал, сказал, я такой думаю, ну он сейчас скажет, иди на баланс закинь, что-то такое. Он такой говорит, это тебе. Я такой думаю, зачем? Он говорит, бра арус да огончи мехары. Я такой счастливый был, помню, радостный, тогда еще студентом был, мне деньги нужны были. И потом забрал, пошел целый день, там хорошо работал.
Ну, в общем, вот эта история очень хорошо запомнилась мне. Ну, ты уже напомнил, что ты не конфликтный человек. А есть что, допустим, может тебя просто взорвать? Нет, я не думаю. Просто я всегда... Ну, я особо не дружу с такими людьми, которые могут быть там... что-то мне навредить, могут мне что-то такое сказать, что это меня обидит. Но бывают такие случаи, но особо такие взрывные, чтобы я с кем-то дрался, там нет такого. Нет. Не, ну смотри, я сейчас имею в виду ситуации, да, допустим, вот давай возьмем, к примеру, вот сегодняшнюю ситуацию. Мы пришли на съемочную площадку, ничего не готово, и нам пришлось долгое время это все во всем мы через час начали, да. Да, примерно через час, да, возможно и больше. Начали съемку, да, и меня это вывело из себя, да, например. У тебя бывают такие ситуации, которые выводят тебя из себя? Нет, ну у всех, ну у нас, мы знаем, что мы народ не пунктуальный все, но большинство из нас, поэтому такие ситуации бывают, я уже привык к этому, поэтому нормально отношусь. И особо что-то, чтобы меня вывело из себя, нет такого. Пост у тебя в соцсетях, ты говоришь о том, что была какая-то ситуация, и она поменяла твою жизнь в положительную сторону? Да, в положительную сторону поменяла, да. Давай еще расскажу. Да, в положительную сторону поменяла. Ты сейчас специально повторил? Да, потому что неправильно этот, как его... Сказал слово? Да. Классно. Можешь рассказать? К сожалению, нет, но я могу сказать, что... С чем это связано? Это... Не могу с чем связано, но просто могу сказать, что она прям изменила мое мышление на то, что вот в данный момент, как я живу, мне надо уже об этом задуматься как бы. А если бы вот этой ситуации не было, как бы сложилась твоя жизнь сейчас? Я думаю, в какой-то момент я бы также продолжал жить, все равно изменился бы, потому что я все равно сижу, мыслю о том, что я делаю, что я сделал или что я буду делать. Но думаю, это к лучшему, так как это случилось сейчас именно. Ты поэтому сегодня такой серьезный? Нет, я всегда на интервью серьезный. То есть у кого беру интервью, я стараюсь, чтобы по фану было. А так, когда меня зовут на интервью, я обычно такой, как бы, если на серьезную тему говорить, я буду серьезно вести себя, как бы. Если шутить, то тоже могу пошутить. Когда ты во время своих интервью шутишь, это у тебя получается, ты импровизируешь на месте или это ты так задумано? Бывает, иногда импровизирую, иногда так, то есть пишу уже заранее какие-то. Какой-то готовый там вопрос есть уже, и потом уже от ответа выходит уже вопрос. Еще один пост в Инстаграме, ты, ну это так называется, челлендж, по-моему. Да. Ты стоишь с девушкой, а потом у вас одежда меняется, на тебе становится женское платье. Да. Удобно в женской? Нет, честно, неудобно, потому что там она маленькая была, еще не застегивалась сзади. Так что, думаю, в мужском нормально. Тебя пришлось уговаривать? Если честно, нет, не пришлось никак уговаривать, просто этот челлендж хорошо зашел. Я видел, там все мировые звезды это делали, как бы. И я подумал, почему бы и нет, потому что мы с Фатимой уже один раз делали так, на национальную одежду делали, менялись. И я тоже, думал, я знал, что она залетит, потому что необычное что-то. Ну, опять же, наверное, хейтеры закидали. Да, 50 на 50 было. 50 на 50. Да. Ты из Кумсангира? Я там родился, да. Ты там родился. Насколько я знаю, родители с Гарма. Да, их предки. То есть, получается, предки. отец жил и вырос в Калхазабаде, это Джалалудин Руми, и мама с Кумсангира была. То есть, там родилась и выросла, а их предки были с Гарма. Когда ты выехал с Кумсангира, о какой жизни ты мечтал? И я выехал с Кумсангира еще, когда... Я там только 1 класс закончил и 5 класс. Остальные классы я там учился в Худжанде 2 года, еще последний потом с 7 класса до 11 класса я закончил в Сарбанде. Это где Калинабад, сейчас уже по-другому, Левакан, по-моему, сейчас называется. Я вот там закончил школу. Ну, ты достаточно много да, и кочевал. Думаю, да, я много кочевал, и
насчет развития работы, например, насчет того, что я сейчас делаю и где я сейчас нахожусь, думаю, что вот это все и влияло. По карьерной лестнице, Да. имеешь в виду? Да. Ну вот с чем связаны вот эти переезды? Может, родители меняли там, место работы или с чем это связано? Ну, и так, и получается, последние несколько лет мы жили в Сарбанде, потому что там у меня тетя, то есть со стороны отца, так как это правильно? Отца-сестра. Да, тетя. Да, тетя, отца-сестра там жила в Сарбанде. У нее муж умер, и она, то есть одна была. То есть у нее были 3 детей, то есть есть до сих пор. И она была одна, и она работала, и бабушка нас забрала к ней, чтобы мы с ними жили, за ними присматривали, моя мама и вот бабушка тоже за детьми. И мы там, вот, получается, с ними жили. У тебя достаточно необычное имя. По моим источникам, это тебя назвал отец в честь своего друга, Да, который служил в армии, и Да. которого то ли убили, то ли нет. Не, просто вот... Просто друг. Да, просто друг, который служил в армии, с ними, вот в честь него он меня так назвал. И потом мы хотели поменять, потом не поменяли, все так и осталось. Тебе нравится твое имя? Да, очень даже. У всех у нас, допустим, есть какие-то уроки, да, которые мы прошли в детстве, и которые у нас запоминаются на всю жизнь, и которые, допустим, возможно, сейчас нам мешает. Один из этих уроков, например, я говорю, да, это то, что мы бываем избалованными детьми. У тебя есть какой-нибудь такой урок? Ну, я думаю, что я с детства вырос на ошибки. То есть я смотрел на ошибки других людей, и я видел, как это все воспринимают окружающие. И таким образом я старался не делать то, что другие делают. Я везде, где в школах учился, был отличником, всегда был старостой класса. И то есть я особо хлопот родителям не приносил. То есть маме в основном, потому что я вырос с мамой. Отец там периодически был, не было его. Когда у тебя спрашивают, ты где родился, ты говоришь Кумсангир. Когда последний раз был там? Я там был, я точно не помню, года 1,5 назад, наверное, в Кумсангире. А вот в Колхозобод к бабушке ездил где-то полгода назад. Что-то изменилось там? Нет, ничего не так изменилось. Же? Да, так же. В Кумсангире, да, 1,5 года назад был. Там у меня дяди живут, но я сейчас редко с ними общаюсь. Опять же, по моим источникам, ты 4 или 4,5 года работал на ТВ. Да, 4 года, 6-7 месяцев. 6 месяцев, да. Как тебе в целом работа телевидения? Очень даже хорошо. Я много чего оттуда взял для себя. И вот опыт, который у меня был там, я потом использовал в YouTube. То, что хотел делать на ТВ, например, и знал, что я там не могу это реализовать по многим причинам. И потом начал это все делать в YouTube. Парочку причин назовешь, по которым ты не мог делать? Да, рамки и средства важные самые. Когда смотришь телевидение, да? Да. Есть какое-то сравнение. Допустим, тот же самый российский канал включаешь и включаешь наши каналы. Как ты к этому относишься? Я уже привык, потому что я их не смотрю вообще никак. Есть какие-то музыкальные каналы. То есть я знаю, что там ничего нового нету и не будет, кроме там новостей. Причина, по которой ты ушел, это? Это мне уже надоело жить так. То есть, получается, я с утра приходил на ТВ, до 5 там работал уже, потом с 5:30 до 12 часов, до 3 ночи работал в ресторане. И получается, всегда у меня был недосып, и я еще очень много пахал и на ТВ, кроме того, что физически мне приходилось ночью еще работать официантом. Мне это все надоело, и в один момент я решил изменить свою жизнь, потому что все в наших руках. Если мы этого захотим, так говорят, если мы этого захотим, можем изменить свою жизнь. У меня были
знакомый в Дубае, это было в 2017 году, и написал им, они согласились, полетел туда уже где-то 1,5 года, я там работал уже. На ТВ остались ребята, которые с тобой тогда работали? Да, я их до сих пор вижу, они до сих пор делают, работают, то есть... Не спросил, что их там держит? Нет. Ну, ты как думаешь? Я, если честно, мне... Эти люди меня стимулировали и мотивировали, с одной стороны, когда я на них смотрел. То есть там были режиссеры, которые вот главный режиссер телеканала. Получается, он уже с 30-летним стажем работы, и он просит у коллег 20 сомон на дорогу в конце месяца, чтобы он поехал к себе домой. И я вот посмотрел на это все, наблюдал и решил для себя, что я не хочу так вот, например, через 10 лет также просить у кого-нибудь, мне дали 20 сомон, чтобы я поехал домой, и в конце месяца зарплату, когда получу, чтобы я заплатил за квартиру. Мудро. Что должно измениться на ТВ, чтобы ты туда вернулся? Ну, если мне скажут: Рафаэль, давай приходи и делай то, что тебе нравится, я пойду и сейчас. Финансовая часть? Ну, то есть они скажут, что мы тебе дадим вот возможности, финансы, вот, делай то, что тебе нравится. И ты думаешь, что это людям полезно, и они посмотрят. После того, как ты стал... Ну вот, давай на чистоту. Ты считаешь, что ты узнаваемый сейчас, или ты уже популярный? Если честно, я разницу не вижу, и то, и другое, наверное. Если там какая-то разница, да? Ну вот, узнаваемый – это человек, которого знают определенные люди, которые проходишь по дороге, они тебя узнают. Популярный – это тот человек, которого уже не только узнают, но и предлагают какие-то проекты, с ним советуются, он, грубо говоря, от него там писаются на улице, там еще чего-то, если грубо сказать. Вот ты каким себя видишь? Ну, со мной фоткаются, ну, спрашивают советы какие-то, там зовут на какие-то большие проекты, например, чтобы поработать со мной. И много на интервью зовут. Если это что-то значит я популярный, наверное. Все, решили. После, как ты стал популярным, предложения не было с ТВ? Нет. Твой блог на YouTube родители смотрят? Мама смотрит, насчет отца не знаю. Гордятся? Да, она очень горда. Каждый раз, когда ей родственники звонят, там что-то говорят, она мне звонит, говорит: вот, это звонила, та звонила. Ну, она рада. Не критикует, не говорит, что она... Нет, она вообще не критикует, но был момент, когда после вот этой загадки. Мама у меня в Казахстане живет, сестренка. Я к ним поехал, и мне братишка, тетин сын, сказал, что какой-то родственник непонятный звонил маме и типа говорил, что я позорю их, якобы. Род? Да. Но мама в этом не призналась. Я потом маму спрашивал несколько раз, она сказала: нет, ничего такого не было, типа. Ну, я уже не знаю до сих пор, кто это был и как они могли так поступить. Я не знаю, честно. Ну, я с родственниками особо не общаюсь, только с одним дядей, который всегда с нами был и поддерживал нашу семью, с ним и с тетей, которая в Казахстане живет тоже, с мамой, там, с семьей. После той, я не знаю, можно считать, что это неудачная была загадка или удачная загадка. Ты передумал и то, и другое. свои отношения? Ну, я начал задумываться, задумываться. То есть это было просто у каждого человека свое мировоззрение. Согласен. Где он живет, в какой среде, с кем он общается, что он смотрит, да? Да. И исходя из этого он будет общаться с людьми и, например, работать даже, вот в нашем случае, да? И для меня это было нормально, так как я смотрел русский шоу-бизнес, и это как бы ничего такого там нету. То есть
То есть мата вообще там не используется, ни какой-то орган не используется, но каждый человек думает по мере своей испорченности, говорят, и так или иначе мы все об этом думаем. Если есть какие-то там метаморфозы, можно сказать, в словах, да, вот, и я просто понял, что наш народ не готов к этому. То есть как не готов? Они в жизни, в реальной жизни все матерятся, все то, что нельзя говорить, они говорят. Но если это прилюдно, то они должны быть милыми, добрыми и безгрешными, если это безгрешными, да? Да. То есть вот так у нас в менталитете. Ты пересмотрел и больше не будешь такие загадки загадывать? Или же ты сказал, что пошло все к черту, я буду дальше творить то, что я умею? Не, ну, по сути, я так и делаю. До сих пор есть какой-то хейт ко мне, но уже я нашел свою аудиторию. То есть есть люди, которые понимают меня, им интересно смотреть на меня и до сих пор смотрят. Но такого рода как бы загадки я не делаю и не думаю, что они сейчас актуальны. Мне надо уже что-то другое делать. По поводу твоего блога, да, вот я тоже с этим сталкиваюсь. Как часто тебя просят вырезать какие-то места, чтобы их не увидели? Опять же, то, что ты только что говорил, что наш народ прилюдно хотят, чтобы были паинькими, а на улице там ведут себя очень плохо, даже некрасиво и плохо, да. Есть такие моменты? Ну, бывали моменты, да, есть они, всегда есть. Ты идешь навстречу, вырезаешь? Да, конечно. То есть человек не хочет об этом говорить. Зачем его заставлять, либо делать то, что людям не... Ну, то есть, если человек не хочет, я же не могу его... Ну, то есть, я могу это поставить. То есть, в дальнейшем потом, как у меня отношения с ним испортятся. Я знаю, что эти моменты, они не особо такие важные на интервью. То есть, то, что мне надо, я все равно оставляю. Кто больше, не помнишь, кто из гостей просил там вырежи там вот эту часть, потому что я там сказал что-то не так? Ну, везде были какие-то моменты, но их немного. На последнем интервью я вырезал 2 вопроса оттуда. И сам не хотел, и человек тоже не хотел, как бы, поэтому я вырезал. А были такие моменты, которые просили вырезать, но ты очень не хотел их вырезать? И тебе это не нравилось? Сейчас вспомнить надо. Не, вроде особо не было такого. То есть, если есть какие-то спорные моменты на интервью, где очень много звезд у меня, я сначала им, когда во время монтажа отправляю им, то есть говорю, вот, нам идешь обмоном, на моном, они говорят, да, нет, типа. Все-таки советуешься? Да, да. А что с цензурой? Соблюдается? Ну, если я сам матерюсь, я там пики ставлю. А особо звезды не матерятся. Матерятся. А цензура в плане не говорить там о политике, каких-то запрещенных вещах? Нет, вроде... Ну, то есть, у меня идет мотивационно, и там я не считаю, что если мы будем говорить о политике, это человека как-то замотивирует. Поэтому просто есть направление, и по этой направлению работаю. Плашка твоя в начале ролика. Плашка называешь? Шапка. Шапка. На ТВ мы шапка Шапка, называем. интро там, и плашка. Шапка, переходы. Ну, я увидел уже в твоем ролике, что ты говорил с Исмаилом, Исмаилом об этом. А вначале, когда ты ставил, не было никаких моментов, что он к тебе обращался, говорил, что, чувак, ты мой голос используешь? Нет, то есть, когда я у него интервью брал, это было на Новое радио, он сказал, что он видел интервью в Дубае, который... И тогда мы его похвалили, он сам сказал, что ты типа меня похвалил, я думаю, ну ладно, пускай останется. Но реально крутой чувак, зачем бы не говорить по факту, не хвалить. То есть меня вот недавно на интервью обвиняют в том, что ты слишком много восхваляешь людей. Я говорю, нет, я не восхваляю. Если человек по факту заслуживает таких слов, я его выговариваю, в этом нет ничего такого. А были гости, которые действительно непохвальные, но ты... Я не хвалил, то есть если не особо, то есть не заслуживает хвалебу, как правильно сказать, я не хвалю. Похвалы. Да, похвалы, да. Но ты плохо тоже не говоришь? Нет. Ты не заслуживаешь.
В одном из роликов ты говоришь, что наши YouTube-блогеры на очень низком уровне. Дай им, пожалуйста, 3 совета, чтобы их уровень немножко поднялся. Просто надо следить за другими, за российскими, хотя бы там казахскими, кого понимают, например. И стараться изучать что-то новое, и стараться не снимать всякое, как попало. Лишь бы там картинка есть на экране, и все. Неважно, там трясется камера или света там не хватает, вот на это все не обращает внимания. И это не есть хорошо. Ну, насколько я понял, ты под уровнем имеешь в виду даже поставленную речь, хороший, грамотный таджикский язык. Пусть он будет русский, тоже должен быть хороший, да, пусть он будет пусть они миксуют, например, используют какие-то реплики русские, либо там уличные слова какие-то, пусть используют, но все равно грамотность всегда она должна быть. Вот что означает? Тебе это Что такое, блин? Тебе это не нравится? Нет. Я не смотрю. То есть они выходят иногда в Инстаграме, что за фигня? Ты считаешь себя достаточно высокого уровня блогер, с хорошим поставленным речью. Почему ты пошел на эту передачу? Ты сейчас про Чах-Чах Гапучап? Да. Так, получается, был пятничный день, пятница. Мы ходили с другом на Джума намаз, и оттуда выхожу, мне пишет этот Рустам Ашуров, блогер который. И мы с ним как-то заобщались, и он мне начал говорить о своем проекте, что типа я вот сейчас не буду снимать пранки и буду снимать как у Амирана, типа. Мне эта тема интересна, и если он, по-моему, спрашивал помощь, я точно не знаю. Ну да, мы как-то заобщались, я сказал, что давай, если я как-то смогу тебе помочь, помогу. Мы пару мест там сходили, выбрали, где он будет снимать, все вот это. И на первой передаче я пошел и участвовал. То есть я многих людей из вот рэп-TG, которые вот и блогингом занимаются, и рэп читают тогда, то есть знал и смотрел. То есть не всегда прям, но интересовался, какие у нас блогеры как бы. И мне было интересно с ними пообщаться. Я пару раз туда сходил вот во время съемки вот этой передачи. И потом как бы Ашуров меня позвал, сказал, что он хочет, чтобы я был первым гостем. И для него это было экспериментом, и для меня как бы с ними пообщаться. И вот поэтому я пошел туда. И думаю, тоже нормально вышло. То есть я высказал свою позицию, они свою позицию. В итоге с какими чувствами ты ушел оттуда? Ну, с такими, что я больше туда не пойду. А с этими ребятами я хорошо общаюсь. Они нормальные, адекватные люди тоже. Ну, у каждого свой контент, свое видение, свое понимание этого всего. С кем ты себя сравниваешь из других стран? С каким-нибудь блогером, актером? Я думаю, мы каждая индивидуальность. Мы не можем с кем-то как-то сравнивать себя, но какие-то фишечки их из российских блогеров, либо там казахских, я беру себе. Опять-таки, вот блиц-вопросы, которые у Дудя все мы берем, да, например, интервьюеры берут. И я слежу, много смотрю Дудя, чтобы какие-то вот интересные фишки, которые я мог бы у себя использовать, беру и использую. А сравнить как бы, я там таджикский Дудь или что-то такое, где-то там писали. Не знаю, нет. Нету такого. Недавно ты снялся в сериале. Это для тебя хобби или ты уже планируешь карьерный рост в этом направлении? Так, я давно мечтал, чтобы в фильмах сниматься. Мы один фильм так и сняли, когда я работал на ТВ. Но он не особо популярный. Но в Ютубе нормально просмотры сейчас набрал. Где-то год назад он в Ютуб проскочил, там просмотры хорошие набрал. Фильмы, таджикские фильмы у нас в Ютубе просматриваются нормально. Почему я согласился? Потому что мне давно интересна эта индустрия. То есть мы все смотрим фильмы там, даже если не наши, голливудские, либо российские. Болливуд тоже я смотрю. И мне эта тема интересна была. То есть у меня есть, я думаю, что у меня есть какие-то актерские, даже если не талант, но навыки, да. Потому что я обучался, у меня есть сертификат. И когда мне предложили, я согласился. Ты себя считаешь блогер с хорошим уровнем, правильно? Да.
Как ты оцениваешь этот сериал? Если честно, пока вот 3 серии вышли, меня, не знаю, на Бджонакова, я надеюсь, вы не обидитесь, но не особо удовлетворяет. То есть я смотрю на него, и и то, что, роль, которую я играю, не удовлетворяюсь. Но думаю, в дальнейшем у нас много планов. Если мы это все сделаем, то фильм зайдет, то есть сериал зайдет. Меня хватило только на одну серию, из-за того, что, потому что я должен был с тобой пообщаться. Ты когда посмотрел первую серию, ты вторую уже снимали или еще нет? Мы сняли уже почти 3-4 серии. И потом... Сразу? Да. А потом ты уже сам смотрел, надеюсь? Нет, я как вышло, потом посмотрел. Я не хотел там наброски смотреть. Что ты почувствовал, когда смотрел? Я почувствовал... красавца. Я почувствовал, я посмотрел, я увидел, что я мог бы лучше сыграть. Просто дело в том, что я до конца сценарий не знал, из-за этого, то есть там видно, что человек не знает, что дальше в эпизоде, и он не знает, как себя вести вот в данном эпизоде. И я вот про свою роль я могу вот так сказать. Но ты заранее читал сценарий или нет? Нет, он не рассказал. Я не Просто читал. рассказал? Да. А на площадке вы как? Вы с текстом работаете или тоже импровизируете? Там есть определенный текст, который, вот, например, сцена вот такая-то, вот такие-то ситуации там должны произойти. И остальное мы уже импровизируем. А тебе самому где больше комфортно беседовать? За кружкой пива или за чашкой кофе? Ну, я не пробовал, за чашкой чая я пробовал, но за пиво не пробовал еще, не знаю. Нормально, думаю. Человек на расслабоне может много чего полезного говорить. У тебя есть еще один пост в соцсетях о деньгах, что все требуют, хотят. Много требуют? Я в общем имел в виду людей, то есть... Там пост был про то, как все говорят, типа, деньги, где есть деньги, куда идти, чтобы заработать много денег. И забывают о том, что они хотят на самом деле, и как они хотят развиваться, где они хотят работать. И таким образом большинство из людей несчастны, мне кажется, даже если зарабатывают деньги. Для тебя счастье не в деньгах? В их количестве. Нет, счастье не в деньгах определенно, но деньги нужны всем, мы это знаем прекрасно. Тебе сколько нужно денег? 1, 2 миллиона? И зачем? Вот в данный момент? Ближайший там, не знаю, на перспективу, давай год возьмем. Если на год, если мне сейчас дадут, например, 300 тысяч долларов, я думаю, что я сделаю очень хороший контент и также буду жить хорошо. А на что ты больше всего тратишь денег? В последнее время на какие-то жизненные нужды, например. Куда-то сходить, что-то покупать себе. На вот это все. У меня есть информация, что у вас бывают очень такие громкие тусовки, на которые вы отдыхаете очень достаточно прилично. Это так? Тусовки есть часто, бывают громкие, бывают не особо громкие. Затраты какие-то? Но бывает, что мы скидываемся, бывает, что кто-то организует. Больше хочется, чтобы... Организовали, конечно. Вот последняя крайняя тусовка когда была? Дня 3 назад, по-моему. Мы в Нуреке ездили на ночь. Сколько потратили? Не тратились, там в гости позвали. А последнее, на что вы потратили? Они такие посиделки в основном мы тратим на какие-то посиделки. То есть куда-то сходить, да, в городе. В Душанбе ты снимаешь или личное жилье? Не, снимаю квартиру. Хотелось бы свою иметь. Да, конечно. Есть в планах, через сколько, допустим, у тебя будет? Да, в планах есть, жилье? но уже дальше это зависит от того, как я буду работать.
Как ты будешь стараться? Да, стараться, чтобы добиваться цели и достичь какие-то, ну, выполнить планы, которые у меня есть. С рекламодателями в основном на каких условиях работаете? Я видел, у тебя достаточно приличные... По-моему, в каждом выпуске у тебя бывает реклама. Да, в YouTube, да. А сами обращаются? Да, ну, в основном сами обращаются. Потом в Instagram в основном много бартера, там, сторис бартеры. И тоже покупают в Инстаграме. А у тебя, как у многих наших крутых блогеров, есть менеджер свой? Да, есть. Ты ему платишь? Да, он берет свои проценты. Свои проценты Да. берет. Только рекламой занимается или контентом? Нет, только рекламой. Но если есть реклама и какие-то там спросы у рекламодателей, он помогает тоже. Блиц, Мгм. как ты уже говорил. У Дудя или да? Извиняюсь. Да. Хорошо, пусть будет так. Лучшее ТВ Таджикистана, по-твоему? Ну, был Софина, сейчас не смотрел, не знаю. Лучший шоумен Таджикистана, по твоей версии? Ну, если взять в плане популярности, кто хорошо работает, я могу назвать несколько там. Ну, Борис Усмонов, Бехруз Насреддинов. Так, кто еще? Субхон Джалилов был одно время, но сейчас его нету вообще, не вижу. Дружба между девушкой и парнем существует? Да. Существует, но если часто расслабиться нельзя. Вместе, как бы имеется в виду. Были случаи? Моменты какие-то, но не доводились. Угу. Блондинка или брюнетка? Без разницы, внутренности. Я думал, ты сейчас скажешь, зависит от уровня алкоголя в организме. Нет. Какое будущее у блогинга в Таджикистане? Я думаю, что мы хорошо развиваемся, то есть у нас есть платформа, люди уже понимают, смотрят. У меня, например, я статистику YouTube посмотрел, там уже 30% зрителей уже из Таджикистана. То есть это означает, что если мы хорошо будем работать и можем развиваться дальше. Ты делаешь то, во что ты веришь, или пытаешься верить в то, что ты делаешь? Делаю. И то, и другое. Иногда бывают какие-то сомнения, думаю, зачем я это все делаю, нафиг, типа, я мог бы другим чем-то заняться. Но нет, я знаю, что мне это все нравится, и я получаю кайф от того, что я делаю. То есть я сделал какую-то съемку, сделал, да, монтаж сделал, я такой сижу, смотрю, блин, Рафаэль, ты красавчик такой. Работу сделал, то, что тебе нравится. Кем бы ты хотел быть? Нервным гением или счастливым дурачком? Скорее всего, счастливый дурачок. Так или иначе, мы умрем, надо прожить так, чтобы было в удовольствие и себе, и другим. И никому не мешать. Душанбе или Кумсангир? Ну, Душанбе, конечно, но я скучаю по Кумсангиру. То есть мне хотелось бы туда пойти. А если один? Душанбе. В чем искренность? Искренность, мы не можем его как-то определить, мне кажется. Человек это чувствует. При разговоре, при каких-то там действиях, мельчайших каких-то. И последнее. В чем ценность? Ценность в доброте, в честности, которого очень мало, и в любви. У меня все. Спасибо. Спасибо. Было очень интересно.